Всем здравствуйте, меня зовут Милана, я художник и дизайнер, и сегодня мы с вами поучимся делать логотипы в иллюстраторе. Для начала у меня есть вот такой сгенерированный в искусственном интеллекте логотип. Сегодня нам нужно его отрисовать в векторе. Для этого нам как раз и нужен иллюстратор. И на его примере я покажу основные инструменты самой программы. Итак, основной принцип создания логотипов, либо же иллюстрации в программе Adobe Illustrator заключается в собирании рисунков как в конструкторе, то есть наложением одних деталей на других. Вот у нас есть такой кубик. Для начала нам надо определиться, какие у нас тут есть детали. У нас тут есть сам куб основной, его грани цветные и на нем кругляшки, означающие номер стороны кубика, и название. Начнем с самой большой детали. Нам нужен куб. Для этого мы идем в инструменты создания фигур. В нашем случае это квадрат. Нажимая правой кнопкой мыши, у нас есть выбор из других фигур, таких как эллипс, многоугольник, звезда либо линия. Но нам сейчас нужен квадрат. Зажимаем клавишу Shift и начинаем формировать квадрат. Клавиша Shift нужна для того, чтобы наш квадрат был полностью пропорциональным, потому что без нее мы можем делать произвольно. Вот так. Чтобы поменять цвет квадрата, мы нажимаем два раза вот сюда. И здесь можно выбрать какой угодно цвет. Сейчас нам это не принципиально важно, но пускай будет синий. Нажимаем на иконку черной стрелочки. Эта стрелочка нам помогает передвигать наши фигуры, либо же, если надо, их поворачивать, либо как-то менять. Вот, например, вот так. Но в данном случае нам это не нужно. Теперь для куба нам нужно этот квадрат немного изменить. Нажимаем на объект, либо object, если у вас английская версия, transform, либо трансформация, и scale, либо же масштабирование. У нас открывается вот такое окно. Здесь нам нужно выставить вот эту галочку и по вертикали выставить вот такое значение 86.6 и нажать ОК. У нас наш квадрат стал прямоугольником, но ровно таким, какой нам нужен для нашего куба. Теперь зажимаем клавишу Alt и с зажатой клавишей перетаскиваем наш прямоугольник, и он скопировался. Для куба нам нужны три части. Теперь, чтобы не путаться, временно меняем им цвета. Пускай он будет вот такой. Вот так. Вот у нас есть три прямоугольника. Нам нужно из него собрать сам куб. Для этого нам нужно окно трансформации. Если его у вас нет здесь изначально, найти его можно во вкладке «Окна». И вот здесь ищем «Трансформация». Вот она. Также в этой же вкладке отображаются все окна, которые вы можете вывести сюда. Так что если вам нужно что-то еще, такого рода окна нужно искать вот в этой вкладке. Итак, вот наше окно трансформации. У нас все еще черная стрелочка. Выбираем первый прямоугольник. И нам нужны поворотные углы. Нажимаем здесь значение 30 и минус 30. Так у нас есть верхняя часть нашего куба. Минус 30 и минус 30. Да. И последнее. Так, 30 и 30. Вот у нас все наши части нашего куба. Теперь нам осталось их только соединить. Смотрим по направляющим, которые нам подсказывает наша программа, и соединяем. Отлично. Куб у нас есть, но он у нас разноцветный, и к тому же мы все еще можем подвинуть детали. То есть это не одна цельная фигура. Так, вот у нас есть куб. Помним, что нам фигуру нужно собрать как в конструкторе. Смотрим, какие у нас у куба есть еще части. У нас есть цветные стороны куба.
Значит, мы заранее копируем две из них вот сюда. Вот так. И зажатой клавишей Shift чуть-чуть уменьшаем. Теперь, чтобы нам было понятнее, что у нас происходит, чуть-чуть поменяем цвет. И смотрим. Это будет будущая цветная часть стороны куба. Теперь повторяем то же самое с этой стороны. Почему скопировала только две, а не три, объясню чуть позже. Так, также меняем цвет временно. И смотрим. Угу. Так, готово. Теперь нам нужно из нашего трехстороннего куба сделать одну фигуру. Для этого выделяем все три стороны фигуры. Вот таким вот образом. И нажимаем на инструмент создания фигуры. И вот таким вот движением соединяем. И у нас получился вот такой шестиугольник. Конечно, можно было бы создать такой шестиугольник сразу с помощью вот такого инструмента. Вот, например, вот так. И потом его повернуть. Но в этом случае нам было бы чуть сложнее создать для него идеальные цветные стороны. Поэтому мы пошли немного по более сложному пути. Итак, теперь выбираем нашу фигуру и меняем ей цвет. На так, темно-синий. Либо же можно взять инструмент пипетку. Она находится вот тут, либо же просто клавиша И. И вы на нашу картинку. В нашей картинке у куба скругленные углы. Чтобы их скруглить, нам нужен вот этот инструмент. И у нас появляются вот такие точки в нашей фигуре. Все, что нам нужно сделать, это просто зажать левую клавишу мыши и потянуть. И у нас наши углы скруглятся. Если вдруг для нашей какой-то другой фигуры нам понадобится скруглить только один угол, нам нужно выделить сначала только нужный нам угол и только затем тянуть. И вот так у нас скругляется только одна часть. Но в нашем случае нам нужны все, поэтому просто тянем. Угу. И вот основа нашего куба уже готова. Теперь нам понадобятся заготовленные нами ранее стороны куба. Выделяем и перетаскиваем. И здесь таким же образом скругляем. Угу. Ранее мы скопировали только две части. Берем нашу боковую сторону и точно так же, как и с верхней частью, скругляем углы. Вот таким вот образом. Возвращаемся в инструмент выбора. Зажимаем клавишу Alt и копируем. Теперь нажимаем на правую кнопку мыши, трансформация и отражение. Отражение по вертикали. Нажимаем ОК. И у нас эта же фигура отзеркалилась. Это нужно для того, чтобы у нас обе части были одинаковыми. И располагаем в нужной нам части. Допустим, вот так. Отлично. Осталось задать им цвета. Точно так же выбираем пипетку. И меняем на нужный нам цвет. Так. Отлично. Теперь, чтобы сделать кругляшочки, которые будут обозначать номер нашего куба, идем опять в фигуры и выбираем эллипс. И нам нужен чуть-чуть овальный, вот такой. Задаем ему белый цвет и располагаем посередине. Теперь зажимаем клавишу Alt и просто копируем. Вот таким вот образом.
И пипеткой выбираем цвета. Отлично, верхняя часть нашего куба у нас уже готова. Теперь опять возвращаемся в инструмент эллипса и делаем боковую сторону. Вот у нас наш куб практически готов. И у нас остались только вот такие тени. Их мы можем сделать вот таким вот образом. Опять выбираем наш прямоугольник, его копируем. Выбираем инструмент прямая линия. И проводим нужную нам линию вот таким вот образом. Теперь опять выбираем все части и с помощью инструмента создания фигур нажимаем на вторую половину фигуры. Она нам отделила нужную нам часть от той фигуры. Теперь точно так же это копируем и отражаем. Задаем нужный цвет и перемещаем. Вот наша фигура ушла на нижние слои. Чтобы это исправить, мы зажимаем Ctrl и квадратную скобку. Правая часть выносит на передний слой, левая на задний слой. Если зажать Ctrl-Shift и квадратную скобку, то она либо на самый последний, либо на самый верхний. Так, и располагаем ее так, чтобы она не выходила в нужную нам часть. Вот наш куб готов. Теперь выделяем все и нажимаем на группировать. Все, теперь наша фигура логотипа ни по каким частям не распадется. Осталось только название. Нажимаем на инструмент текст, создаем поле и пишем название нашей компании, игры и так далее. Теперь здесь есть окно регулировки текста. Задаем размер, допустим, вот такой, ну, или можно еще больше. Вот в этом окне можно выбрать шрифт. Ну, пускай будет вот такой. Вот таким вот образом создаются логотипы в иллюстраторах. Всем удачи в ваших начинаниях!